казахское прикладное искусство, золотые истоки степной культуры, рассказ о бесценном наследии кочевого народа, обитавшего в Великой Степи. Обработка дерева и железа, изготовление войлока и ювелирное искусство. Охота, подготовка лошадей для скачек, охота с ловчими птицами. Достояние казахской культуры. Все это в программе «Казарт». «Какова посуда, такова и еда», гласит народная пословица. Именно поэтому казахский народ придавал большое значение кухонной посуде. Национальная посуда даже специально изготавливалась с учетом особенностей каждого блюда. При использовании посуды обращалось внимание на ее максимальную безопасность. Для перевозки, хранения и обработки использовалась посуда из кожи. Деревянная посуда также использовалась для переработки и хранения, а также для употребления пищи. К ним относятся блюда, астау, тостаганы, чашки. Ну а посуда из кожи в основном предназначалась для перевозки и переработки. Астау – это один из видов посуды, которая издревле использовалась в быту казахов. Чтобы изготовить ее, мастер по дереву должен был обладать художественным вкусом и особенным мастерством. Вначале выбираем дерево, в основном без сучков. Если же обнаружится сучок, то такое дерево обычно бывает очень твердым. Если найдется такое дерево, то из него можно изготовить неповторимые вещи. Сейчас же мы используем то, что есть. В данное время у меня нет сучковатого дерева, но в свое время мне приходилось работать с ним. В первую очередь мастер должен подобрать нужные инструменты и подготовить рабочее место. Необходимо подготовить слесарные инструменты, долото, различные выемки. Для того, чтобы сделать из бревна изящную посуду, необходимо обладать не только мастерством, но и недюжинной силой. Работу начинаем со строгания дерева. Вообще, внешний вид, форма, размер и объем посуды зависит от желания потребителя. К тому же существуют требования по соблюдению качества и художественного оформления посуды. После обработки грубый карагач стал ровным и гладким. Мастер мысленно прикинул, как в конечном счете будет выглядеть астау. Теперь на обработанную доску надо нанести эскиз посуды. Здесь от мастера понадобится умение считать и рисовать. Ручки астау с двух сторон должны быть симметричными, иначе посуда может получиться кривой. Неважно, будет ли мастер физически слабым или сильным. Главное, надо обладать терпением. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Так и здесь. Работа тонкая, скрупулезная. Если не лениться, можно сделать многие вещи. На все это, конечно, нужна сила. Как же без нее? Особенно она понадобится при выборе дерева, когда нужно будет его свалить. Выбирая, дерево надо прочувствовать. Надо понять, какой орнамент следует использовать. Все это должно быть заложено в сознании мастера. Наши предки в астау подавали не только мясо, но и другие жирные и вкусные блюда. В последнее время появилась тенденция возрождения древних национальных реликвий. Появились мастера по изготовлению деревянных блюд, астау для мяса. И сегодня наиболее обеспеченные люди
чтобы продемонстрировать свое богатство, считают необходимым подавать мясо в национальной посуде. Дәстүрлі ыдыс-аяқтарға сұраныс қазіргі кезде өте жақсы. Ол әсіресе қай кезде көп? В настоящее время значительно возрос спрос на национальные изделия. Когда это видно, особенно это заметно при приеме гостей, когда мясо подается в большом деревянном блюде или астау. Эта традиция нашла дальнейшее развитие в ресторанах и кафе. Тәуір көрінетін болу керек. Бұл дәстүр әрине ресторандарда, тойханаларда да жақсы дамып отыр деп айтуға болады. В ресторанах, которые специализируются на национальных блюдах, для подачи гостям мяса используется красивый астау, изготовленный на гиага. Заказы на них сейчас стали поступать часто. В такие дни мы работаем дни и ночи, не покладая рук. Порой для изготовления одного астау уходит целая неделя, говорит мастер. Работа зависит и от настроения мастера. Если помыслы его чисты, то и изделие получится красивым. Бывает, что вынужден сделать какую-либо вещь. Приходится заставлять себя, а это может отразиться на изделии. Если настроение мастера хорошее, то и его творение, я думаю, получится совершенным. Сегодня у Нагиага настроение приподнятое. На свежем воздухе с помощью инструментов он приступил к своей любимой работе. После того, как он начертил на дереве форму астау, он начал срубать лишнее. Для этого ему понадобился острый топор. После того, как мастер срубил лишнее, он приступил к самому трудному – выведению углов и рамок. Мастер прибегает к современным инструментам – это электролобзик. Ручки астау, украшенные орнаментом, вырезаются этим удивительным инструментом. Нужны все эти инструменты. Сейчас мы пользуемся и электрическими, а ведь раньше все это изготавливалось с помощью стамески и напильника. А сейчас мы можем воспользоваться плодами цивилизации, и в первую очередь электричеством. Используем электропилу, электрорубанок. Почти не стали использовать наш древний инструмент – шапашот, кривой топорик. Тот, кто не имеет такой топорик, тот не настоящий мастер. У мастера по дереву он обязательно должен быть. У казахов есть такой инструмент, как унгуир – скобель или кривой нож для вырезания по дереву. Он нужен для очистки углубления посуды. Форма астау почти готова. Теперь надо с помощью топора сделать углубление. У настоящего мастера нож и кривой топорик должны быть всегда остро наточены. Только тогда получится нужное изделие. Жасаудың құрал саймандары әрине көп. Негізінен ойып жасайтын болғандықтан басы имек келетін унгур деген пышақ бар, сонымен. Конечно, для изготовления астау понадобится множество инструментов. Так как здесь нужно делать углубление, используем специальный нож – унуир. По сравнению с современной посудой, в давние времена посуда, изготовленная из дерева, имела своеобразную форму. В то время не было никаких станков, поэтому посуда не всегда получалась идеально круглой. Но все же мастерам удавалось придать ей особенную форму. Даже если посуда раскалывалась на части, ее забивали гвоздями, латали и дальше использовали в быту. Такая латаная посуда была в особенном почете. Существовало поверье, что чем больше используется посуда, тем она становится прочнее. При помощи изображения казахских орнаментов посуда приобретала красивый национальный колорит.
При этом использовался не всякий орнамент. В основном наши предки украшали посуду растительным орнаментом. Однако при украшении посуды орнаментом животного происхождения изделия получаются очень выигрышными и впечатляющими. Қазір біз жаңа бұның қол күшін алатын ауыр жұмыстардың бәрін далада, таза ауада шаудық. Ну вот, все тяжелые и грязные работы мы завершили на улице, на свежем воздухе. Рубили, строгали, очищали. А теперь оставшуюся работу по украшению изделия уже сделаю в мастерской. Вот сейчас я на этот астау наношу орнамент. Этот орнамент называется бараний рог. Каждый выбирает орнамент на свой вкус, но он должен быть обязательно национальным. Вот этот и этот впереди тоже бараний рог. Сейчас я буду его чертить. Здесь необходимо геометрическое равновесие. Один орнамент не должен закрывать другой. Геометриялық тепе-теңдік те керек болған. Бір ою да басып кетпеу керек және. Орнамент готов. Поверхность очищена наждачной бумагой. Остался последний штрих – смазка жиром. Наши предки посуду краской не красили, только наносили на нее чистый жир. Такая посуда становилась прочной и не пропускала влагу. Бұл енді дайын астау болды. Осында енді астауды зығырдың майы, күнбағыстың майымен майлаймыз. Готов наш астау. Теперь нам необходимо обмазать его льняным и подсолнечным маслом. Поскольку посуда используется для еды, его нельзя красить лаком, только растительным маслом. Дерево впитывает в себя разогретое масло, после чего посуда уже не трескается, становится прочной, и из нее можно без опасения употреблять любую пищу. Вот почему надо использовать растительное масло. При изготовлении национальной посуды удивляет особенная сметливость наших предков. Например, чтобы получить качественный кумыс, нужна специальная посуда для его заквашивания – саба, изготовленная по специальным требованиям. Посуды, характерной только для казахов, очень много. Например, вот этот кубе – высокий деревянный сосуд. Он сделан из дерева, называют его еще ступой с пестом. Это также наша национальная посуда. Это очень близкая нам по духу посуда, используемая нашими предками еще с древних времен. Если говорить о современности, то могу сказать, что посуда тех древних времен по качеству превосходит нашу. Их природа, способы изготовления были совершенно другими. В современном мире полно разной посуды. Ее производят из пластика, керамики, стекла, а также из других материалов. При выборе посуды приходится проявлять осторожность. Не секрет, что некоторые вещества, используемые в производстве посуды, наносят огромный вред человеческому организму. Поэтому на сегодняшний день качеству посуды нужно уделять особенное внимание. По сравнению с современной стеклянной посудой, деревянная посуда была более качественной. Она имела природное происхождение. А сейчас многие изделия изготовлены с помощью химических добавок, различных веществ. Ничто не может сравниться с той посудой, с нашими древними изделиями. В этой посуде нет ничего вредного для здоровья человека. Наоборот, она усиливает вкус пищи, сохраняет одну и ту же температуру, что и делает нашу национальную посуду особенной, придает национальный колорит и занимает в нашей жизни особое место. Вкусом и особенным мастерством.
ең бірінші ағаш таңдаймыз бұны. Вначале выбираем дерево, в основном без сучков. Если же обнаружится сучок, то такое дерево обычно бывает очень твердым. Если найдется такое дерево, то из него можно изготовить неповторимые вещи. Сейчас же мы используем то, что есть. В данное время у меня нет сучковатого дерева, но в свое время мне приходилось работать с ним. Бар кезінде жасадық бұны. В первую очередь мастер должен подобрать нужные инструменты и подготовить рабочее место. Необходимо подготовить слесарные инструменты, долото, различные выемки. Для того, чтобы сделать из бревна изящную посуду, необходимо обладать не только мастерством, но и недюжинной силой. Работу начинаем со строгания дерева. Вообще, внешний вид, форма, размер и объем посуды зависит от желания потребителя. К тому же существуют требования по соблюдению качества и художественного оформления посуды. После обработки грубый карагач стал ровным и гладким. Мастер мысленно прикинул, как в конечном счете будет выглядеть астау. Теперь на обработанную доску надо нанести эскиз посуды. Здесь от мастера понадобится умение считать и рисовать. Ручки астау с двух сторон должны быть симметричными, иначе посуда может получиться кривой. И не стали использовать наш древний инструмент – шапашот, кривой топорик. Тот, кто не имеет такой топорик, тот не настоящий мастер. У мастера по дереву он обязательно должен быть. У казахов есть такой инструмент, как унгуир – скобель или кривой нож для вырезания по дереву. Он нужен для очистки углубления посуды. Қазақтың аспабы бар, бұл енді ішін тазалағанда керек. Форма астау почти готова. Теперь надо с помощью топора сделать углубление. У настоящего мастера нож и кривой топорик должны быть всегда остро наточены. Только тогда получится нужное изделие. Жасаудың құрал саймандары әрине көп. Негізінен ойып жасайтын болғандықтан басы имек келетін ұңғуыр деген пышақ бар, сонымен. Конечно, для изготовления астау понадобится множество инструментов. Так как здесь нужно делать углубления, используем специальный нож – унуир. По сравнению с современной посудой, в давние времена посуда, изготовленная из дерева, имела своеобразную форму. В то время не было никаких станков, поэтому посуда не всегда получалась идеально круглой. Но все же мастерам удавалось придать ей особенную форму. Даже если посуда раскалывалась на части, ее забивали гвоздями, латали и дальше использовали в быту. Такая латаная посуда была в особенном почете. Существовало поверье, что чем больше используется посуда, тем она становится прочнее. Тұтыну барысында майланып, қарайып, берік болады сөйтіп есептеген. При помощи изображения казахских орнаментов посуда приобретала красивый национальный колорит – улины нагиага. Заказы на них сейчас стали поступать часто. В такие дни мы работаем дни и ночи, не покладая рук. Порой для изготовления одного астау уходит целая неделя, говорит мастер. Работа зависит и от настроения мастера. Если помыслы его чисты, то и изделие получится красивым. Бывает, что вынужден сделать какую-либо вещь. Приходится заставлять себя, а это может отразиться на изделии. Если настроение мастера хорошее, то и его творение, я думаю, получится совершенным. Сегодня у Нагиага настроение приподнято. На свежем воздухе с помощью инструментов он приступил к своей любимой работе. После того, как он начертил на дереве форму астау, он начал срубать лишнее. Для этого ему понадобился острый топор.
После того, как мастер срубил лишнее, он приступил к самому трудному – выведению углов и рамок. Мастер прибегает к современным инструментам – это электролобзик. Ручки Астао, украшенные орнаментом, вырезаются этим удивительным инструментом. Мына құралдың бәрі керек. Шеберге құралдың бәрі керек. Қазір енді бір жағынан тоқты. Нужны все эти инструменты. Сейчас мы пользуемся и электрическими, а ведь раньше все это изготавливалось с помощью стамески и напильника. А сейчас мы можем воспользоваться плодами цивилизации, и в первую очередь электричеством. Используем электропилу, электрорубанок. Почти казахское прикладное искусство, золотые истоки степной культуры, рассказ о бесценном наследии кочевого народа, обитавшего в Великой Степи. Обработка дерева и железа, изготовление войлока и ювелирное искусство. Охота, подготовка лошадей для скачек, охота с ловчими птицами. Достояние казахской культуры. Все это в программе «Казарт». «Какова посуда, такова и еда», гласит народная пословица. Именно поэтому казахский народ придавал большое значение кухонной посуде. Национальная посуда даже специально изготавливалась с учетом особенностей каждого блюда. При использовании посуды обращалось внимание на ее максимальную безопасность. Теріден жасалғандар көбіне тасымалдауға, сақтауға, өңдеуге арналды. Ағаштан жасалғандар да өңдеуге, сақтауға. Для перевозки, хранения и обработки использовалась посуда из кожи. Деревянная посуда также использовалась для переработки и хранения, а также для употребления пищи. К ним относятся блюда, астау, тостаганы, чашки. Ну а посуда из кожи в основном предназначалась для перевозки и переработки. Терілер көбіне тасымалдауға, өңдеуге байланысты келеді. Астау – это один из видов посуды, которая издревле использовалась в быту казахов. Чтобы изготовить ее, мастер по дереву должен был обладать художеством. Шебер мықты болу керек па, ол әлсіз болу керек, оған қарамай негізі шыдамды. Неважно, будет ли мастер физически слабым или сильным. Главное, надо обладать терпением. Как говорится, терпение и труд все перетрут. Так и здесь. Работа тонкая, скрупулезная. Если не лениться, можно сделать многие вещи. На все это, конечно, нужна сила. Как же без нее? Особенно она понадобится при выборе дерева, когда нужно будет его свалить. Выбирая, дерево надо прочувствовать. Надо понять, какой орнамент следует использовать. Все это должно быть заложено в сознании мастера. Наши предки в астау подавали не только мясо, но и другие жирные и вкусные блюда. В последнее время появилась тенденция возрождения древних национальных реликвий. Появились мастера по изготовлению деревянных блюд, астау для мяса. И сегодня наиболее обеспеченные люди, чтобы продемонстрировать свое богатство, считают необходимым подавать мясо в национальной посуде. ыдыс-аяқтарға сұраныс қазіргі кезде өте жақсы. Ол әсіресе қай кезде көрді? В настоящее время значительно возрос спрос на национальные изделия. Когда это видно, особенно это заметно при приеме гостей, когда мясо подается в большом деревянном блюде или астау. Эта традиция нашла дальнейшее развитие в ресторанах и кафе. Тәуір көрінетін болу керек. Бұл дәстүр әрине ресторандарда, тойханаларда да жақсы дамып отыр деп айтуға болады. В ресторанах, которые специализируются на национальных блюдах, для подачи гостям мяса используется красивый астау, изготовленный